Всем привет! Представляете, в штабе наступила весна, а это значит, скоро зародится любовь. Это значит, птицы поют. Я вам сегодня хочу показать и рассказать, где знакомиться со своей будущей судьбой, где ее встретить, у кого какие идеалы. Возможно, в этом видео вы его встретите. Если что, обязательно пишите в комментариях свои имена, возможно, номер телефона, и, возможно, в комментариях вы также можете познакомиться. Поехали! Алсу, откуда ты? И первый раз ли ты в штабе? Нет, я в штабе не первый раз. По возможности иногда здесь появляюсь, когда появляется время от учебы. А сама я из Башкирии, из Уфы. Я тоже. Алсу, расскажи, пожалуйста, твое сердце занято? Мое сердце, нет, не занято. Оно занято любовью только наверное, к медицине, к родителям, к родственникам, но оно не занято кем-то из противоположного пола. А тебя приглашают на свидание, ты знакомишься? Пока что нет, потому что у меня недавно были отношения, и я пока не хочу других отношений, поэтому... Такой перерыв. Да, отхожу, так сказать. А где тебя можно встретить, чтобы с тобой познакомиться? Я думаю, что зачем специально где-то меня встречать, где-то знакомиться. Любовь, она так, как снежный ком упадет, откуда-то вот выходишь из подъезда и появляется любовь. А если ты ее специально ищешь, то она, наверное, такая не настоящая. Я думаю, я просто хочу верить, что судьба, любовь, которая по судьбе, которая твоя истинная, она вот в неожиданный момент откуда-то появляется, когда ты вообще ее не ждешь, поэтому специально где-то искать, ходить, мне кажется, что это нецелесообразно. Вот. Какой идеал твоего мужчины? Как он должен выглядеть? Самое важное для меня, если честно, это просто доброта, чтобы человек был по-настоящему хорошим, добрым, а все остальное, мне кажется, будет вместе с этим качеством. И, чтобы был понимающим, уважающим и никак не как-то вот утеснял мои там личные границы. В общем, уважение очень важно тоже. А есть мужские татарские имена, которые тебе вот вообще никак не нравятся? Мы только сегодня это обсуждали с моими друзьями. Мне не нравится имя Галимжан. Почему? Не знаю, как-то не звучит. Куда бы ты хотел, чтобы тебя пригласил молодой человек именно на свидание? Куда бы ты согласилась сразу пойти? Я бы сходила, наверное, какое-нибудь интересное свидание, не знаю какое, что-нибудь оригинальное, а не такое, просто сходить куда-нибудь, посидеть в кофейню, я и так каждый день могу сама сходить. Надо что-нибудь такое интересное. А какие он поступки должен делать, чтобы вот завоевать твое сердце? Давайте начнем с того, чтобы он хотя бы не косячил, да? Это будет уже успех. Если еще что-то хорошее будет, то я думаю, все, успех гарантирован, если плохого ничего не будет. А так, чтобы он был внимательным, не забывал там какие-то важные даты, день рождения запоминал, день нашего знакомства запомнил, годовщины все помнил. Вот, чтобы он был в курсе, что происходит в моей жизни, а не так, что я ему рассказываю, он думает, да, а ты этим, что ли, занимаешься? Чтобы разбирался. Вот, и чтобы был просто вовлеченным, в общем, в мою жизнь, но не слишком, чтобы не контролировал слишком сильно. Вот, баланс, короче. Через сколько свиданий ты бы познакомила его со своими родителями? Ой, я так не могу сказать, но чтобы я познакомилась с родителями, я должна в нем 100% быть уверена, потому что, я не хочу знакомиться с родителями, кого попало, вот когда я буду в нем уверена, хоть это будет 50 свиданий, 100 свиданий, хоть 3 свидания, вот когда я стану в нем уверена, тогда пойду и познакомлюсь, потому что зачем знакомить кого попало, там, например, с моими родителями, вот кто уже принципиально может что-то с ним срастись, тогда познакомлю, вот, чтобы не тратили на него свое время мои родители. Это ж надо еще ехать к ним, в Уфу лететь. Да, целых 2 часа. Скажи, пожалуйста, какие-то советы для девушек молодых? Ой, девушки, я хочу, чтобы просто каждая девушка, женщина, девочка, которая смотрит это видео, это интервью, понимала и осознавала свою ценность, потому что, мне кажется, это очень важно, чтобы все поняли, что вот таких, как вы, больше нет вообще во всем мире, и ни в коем случае нельзя давать себя как-то унижать, обижать себя, нужно ценить себя, и тогда, и вообще женщины — это такие существа, которые несут в этот мир свет, любовь, таких вообще
больше нет существ. Поэтому нужно уважать себя, и тогда другие тоже будут уважать. Никогда не давать себя обижать, всегда, всегда быть преданным своим там ценностям, и тогда все остальное будет. Главное здоровье и самоуважение, и все остальное появится, я в этом уверена. Просто быть счастливыми, и тогда, когда вы счастливы, весь остальной мир тоже будет счастлив. Потому что женщины, еще раз, они цветы практически этого мира. Ну, после детей, конечно. Как тебя зовут? Меня зовут Рустам. Ты первый раз в штабе? Я первый раз, Как ты узнал про штаб? честно сказать, в интернете, в Инстаграме нашел, или меня нашли, я не помню. Ну, по-моему, меня нашли. Вот. А как твое первое впечатление? Классно, на самом деле, вот пришел именно на ифтар. Классно то, что молодежь собирается, взрослые люди, приглашают профессоров, богословов. Очень классно, что создаются такие места, сбор нашей, так сказать, культуры, нации, потому что мы должны знать свои корни, свою культуру, свои традиции, в первую очередь религиозные аспекты, потому что религия и традиции у татар, по крайней мере, это идет в одну ногу. А вы откуда родом? Я родом из Пензенской области. Татарский язык знаете? Да, Белябис. У вас сердце занято сейчас? Да, какая разница? Месяц Рамадан у нас. Ну, кольца нет. У нас есть много красивых девушек, которые также ходят в штаб и находят здесь свою судьбу. Поэтому ждем вас еще в гости к нам в штаб. Если нужно будет познакомить с кем-нибудь, подходите. Хорошо, спасибо большое. Роберт, скажите, пожалуйста, ваше сердце занято? Смотря чем. Поделитесь, пожалуйста, как этой весной встретить девушку своей мечты? Я даже не знаю, это как-то спонтанно должно получиться. Вот. Ну, куда нужно пойти хотя бы, чтобы ее встретить? Ну, в штаб татар, например. Вот. Вот вы пришли в штаб. Какие действия вы сделаете, чтобы с ней познакомиться? Я скромный, пока никаких. А какие вам девушки нравятся? Простая, верная, добрая. Вот, и все. Что нам еще нужно? А есть у вас женское любимое имя? Нет. Посоветуйте, пожалуйста, куда вы на свидание пригласите девушку? Вот какое у вас любимое место такое? Самое главное, чтобы это было от сердца и необычно. То есть нету каких-то определенных шаблонов. Там, вот кто-то, например, нацелен там, на кино, на театр, в кафе, то есть со цветами прийти. Ну, это да, прикольно, но это шаблонно, скучно и интересно. Вот у меня было один раз свидание, мы с девушкой просто пошли в лес за елкой. И лес был сырой, там вот не получалось костер зажечь, там, вот. Пришлось там снять футболку поджечь, там, она там бегала за дровами. Вот это был романтик, вот это было прикольно. Вот. Огонь нас объединял. Джамиля, расскажите, пожалуйста, занято ли ваше сердце? А все будут смотреть, да, это? Нет. Есть какие-то секреты для мужчин, чтобы как завоевать ваше сердце? Забота, любовь, доверие, сила. Это должен быть очень сильный мужчина. Это должна быть очень сильная личность, которую я буду уважать. А можете описать мужчину вашей мечты? Ну, я, в общем-то, и описала. Главное обладать этими качествами, а внешность, она не имеет особого значения. А вот сейчас среди молодежи очень популярна тема, что вот, не торопятся они выходить замуж либо жениться. Как вы считаете, какой идеальный возраст для замужества, для создания брака? Вообще любой. Главное следовать своему сердцу. Алсу, расскажите, пожалуйста, есть какие-то секреты для девушек, как понравиться мужчине? Вот сразу, с первого взгляда. Самый главный секрет, мои хорошие, поверьте мне, как руководителю клуба «Бахетле», клуб общения, знакомств, это быть доброй и искренней. Самый главный секрет. Мужчинам особо не нужны ни красоты, ни брови там не знаю какие, ни зубы идеальные, допустим. Они очень быстро привыкают к доброте. Доброта – это самое главное качество для девушек. Она сразу чувствуется. И вот второе, что я сказала – искренность. К искренности все тянутся. И молодые, и постарше, и совсем постарше. Так что, девочки, будьте искренними и добрыми. И все будут у ваших ног.
Тогда следующий вопрос. А мужчинам какие вы советы дадите? Ну вот так же, чтобы понравиться женщине. Мужчинам посложнее. Они женщин не возьмут одной голой добротой. Тут надо к доброте приложить кое-что. Ну, если 8 марта, то подарок. И если подарок, то хороший. Одними тюльпанчиками за 100 рублей тоже не обойдетесь. Сейчас женщины все самостоятельные, все обеспеченные, все ухоженные. Поэтому, мужчины, старайтесь. Подарок так хороший. Комплименты – это самое первое обезоруживающее дело. Комплимент, подарок, и женщина уже не устоит. Меня зовут Флюра, я как ваш начальник из Нижнекамска. Да, вот. Флюра, очень приятно. Скажите, пожалуйста, вот вы мне рассказали, что у вас есть дочь, которая на выданье. Какие советы для дочери, для женщин, для девушек молодых вы бы могли дать перед замужеством? Самое главное сначала, чтобы они были сами добрыми, хорошими, отзывчивыми. Чтобы они понимали противоположную сторону. Не только за машину, не только за красивые глаза. В душу человека надо заглянуть. Понимаете? Вот биополе, как говорится, да, психологи, вот когда ты видишь человека, вот сразу биополе или принимают человека, или не принимают. Вот если какая-то телепатия идет противоположным полом, это значит, уже что-то получится. А не то, что там, ну, вот, прическа, брюки, машина, дача. Нет, это совсем не главное. Это я только сейчас поняла. Молодые годы мы любим красивых, да? Да. Одет был, чтобы все было. Нет, самое главное – характер человека, чтобы он тебя уважал. Самое главное, чтобы он относился к тебе со всей душой. И ты к нему, естественно, чтобы относилась подобающе. Не только от него требовать. Должна быть отдача 50/50. Тогда и семья получится, и любовь получится. Взаимопонимание и уважение для меня вот самое главное. Я с вами полностью согласна. Остальное все приложится. Вот самое главное, если эти качества совпадут, первое свидание, второе, третье, потихонечку, ты уже сама чувствуешь, что твой человек или не твой. А как, по-вашему, сколько необходимо встречаться данной паре, чтобы потом создать семью, замужество, как бы брак создать? Я 40 лет проработала в поликлинике с артистами, да? Как бы они такие истории рассказывали. Вот некоторые встречаются по 10 лет, поженятся, расходятся. А некоторые вот увидели человека, вот что-то получилось, да, какое-то сердцебиение. На второй день они идут в ЗАГС и живут по 30 лет. Рецептов нет. Это, наверное, действительно оттуда рецепт идет. Потому что я работала артистами, они какие истории рассказывали. Вот эти наши Пугачевы, Прокл, вот эти знаменитости. Я в центре работала, поликлиника, от 4-й поликлиника, президентская поликлиника, 40 лет. И они что только не рассказывали, только хорошие. Но у всех судьбы разные. А как быть тем парам, которые много лет живут вместе, но без штампа в паспорте? У них есть как бы будущее? Ну, вы знаете, я как женщина хочу сказать, мы, когда живем с человеком, нам, конечно, хочется, чтобы и бумажное закрепление было, но любовь в этом не держится. Если вот есть чувство, бумага, мне кажется, роли не играет абсолютно. Но мы, женщины, по-другому устроены. Мы хотим, чтобы у нас закрепление было, да? Но мне кажется, это не самое главное. Какие советы, вот напоследок, вы сможете дать напутственные молодым ребятам, и девушкам и парням? Какие советы вот такие? Самое главное, надо быть человеком. Пусть это девочка, парень, мужчина. Надо стараться понимать друг друга. Уважение, понимание. Остальное приложится. Спасибо, что досмотрели это видео. Обязательно поделитесь им со своими родными, родственниками, подружками, перешлите. Выложите обязательно во всех соцсетях. Обязательно ставим комментарии. Я все читаю, всем буду отвечать. Ставим лайки. Вот. И, возможно, благодаря штабу татар и башкир Москвы вы наконец-то встретите свою любовь.